Герой дня. Идем дальше. Герой, а точнее героиня сегодняшнего дня, израильская журналистка по имени Анат Кам. Ей 24 года и лет до 30 ей предстоит сидеть за решеткой. Суд Тель-Авива приговорил ее к тюремному заключению за то, что она украла, а потом передала знакомому репортеру документы израильской армии. Госпожа Кам уже провела 2 года под домашним арестом, но они в зачет не пойдут. И ей к тому же назначили отсрочку наказания в 18 месяцев. Анат Кам приобрела известность в 2008 году, когда она уволилась со службы в офисе командующего Центральным военным округом Израиля, и с собой она тогда прихватила свыше 2000 секретных файлов. В них шла речь об операциях израильской армии на западном берегу реки Иордан. Поскольку Анат Кам планировала сделать карьеру в журналистике, она считала, что общество имеет право знать некоторые военные тайны. В документах речь шла о том, что израильским солдатам разрешено убивать командиров палестинских вооруженных группировок, хотя в 2006-м Верховный суд Израиля запретил эту практику и обязал арестовывать подозреваемых. Анат Кам выяснила, что это судебное распоряжение не раз нарушалось. В частности, когда солдаты израильской армии выследили на западном берегу 2 боевиков группировки «Исламский джихад». Военные должны были арестовать их, но знали, что один из них, 25-летний Зиад Малейша, принадлежит к руководству группировки, и у них якобы был приказ убить его. Армия Израиля отрицает, что такой приказ существовал, но так или иначе оба палестинца погибли в перестрелке. Украденные документы Анат Кам передала знакомому журналисту из газеты «Гаарец» по имени Ури Блау, и он опубликовал на их основе расследование. Вскоре госпожу Кам по-тихому арестовали, но что больше всего возмутило израильских репортеров, так это то, что им фактически запретили писать об этом. Историю в итоге раскрутили в иностранной прессе, например, в британской газете «Independent». А израильским СМИ оставалось искать другие способы рассказать об этом деле. Одна из газет как-то напечатала на полосе фразу «Поищите в интернете об информационной блокаде в Израиле». Долго продержать эту историю в тайне, впрочем, так и не удалось. Ури Блау улетел в Великобританию, чтобы избежать ареста. Ему позже пришлось договориться с израильскими спецслужбами о том, что он вернет все секретные документы, которые у него есть, но ему все равно грозит уголовное преследование. Адвокаты Анат Кам считают, что наказание ее слишком суровое, и оно стало бы еще жестче, если бы журналистка не согласилась сотрудничать со следствием. В обмен на это с нее сняли обвинения в угрозе национальной безопасности.